Память огненных лет. Виртуально озвученная книжная выставка. В целях сохранения исторической памяти и вознаменования 75-летия победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов президент Владимир Владимирович Путин объявил 2020 год годом памяти и славы в Российской Федерации. За всю историю наш народ подвергся немалым испытаниям, но Великая Отечественная война по своим масштабам, разрушениям и человеческим жертвам не имела себе равных за всю историю нашего государства. Тем значимее наша победа. Великая Отечественная война длилась 1418 дней и ночей. Эта трагедия прошла через каждую семью и сердце каждого гражданина Советского Союза. За годы Великой Отечественной войны погибло более 27 миллионов человек. Много людей погибло от голода, бомбежек, артобстрелов, тяжких условий жизни и труда. В годы войны солдаты и обычные жители совершали героические поступки, спасая чужие жизни и приближая великую победу. Все население России и бывшие постсоветские государства вот уже на протяжении 75 лет вспоминают те страшные события. И 75 лет со дня Великой Победы мы вспоминаем с глубоким уважением и почтением своих предков, воевавших за нашу Родину против фашистской Германии. Уважаемые читатели, Башкирская республиканская специальная библиотека для слепых к этой великой дате подготовила озвученную виртуальную книжную выставку «Память огненных лет», которая состоит из 3 разделов. Раздел 1 – «Вехи Великой Отечественной войны». Раздел 2 – «Башкортостан в военные годы». Раздел 3 – «И в памяти, и в книге навсегда». Первый раздел нашей выставки «Вехи Великой Отечественной войны» открывается монографией доктора исторических наук Владислава Павловича Смирнова «Краткая история Второй мировой войны. Москва, 2005 год». Литература о Второй мировой войне поистине необозрима, но поток публикаций не иссякает, потому что история войны до сих пор исследована далеко не полностью, и потому что она тесно связана с важнейшими проблемами современности. Автор книги не только сумел в сжатой форме дать представление о ходе и основных событиях Второй мировой войны, но и привлек внимание читателей к спорным вопросам, которые до сих пор вызывают острые дискуссии. Книга снабжена картами, хронологией событий, избранной библиографией. Книга будет интересна самым широким читательским кругам. В словаре-справочнике «Великая Отечественная война 1941-1945. Москва, 1985 год» впервые дается систематизированное определение понятий и терминов, связанных с Великой Отечественной войной. Раскрываются вопросы политики, экономики, дипломатии и вооруженной борьбы. Помещена информация о партизанском движении, деятельности подполья на оккупированной территории, показан героизм советских людей на фронте и в тылу врага. Книга рассчитана на всех интересующихся историей Великой Отечественной войны. В книге известного специалиста в области фалеристики Валерия Александровича Дурова «Отечественные награды 1918-1991 годы. Москва, 2005 год», которая посвящена истории отечественных наград XX века. Рассказ об орденах, медалях, именном оружии сопровождается интереснейшими сведениями о героях трудовой и боевой славы, богатейшим иллюстративным материалом. Книга предназначена для самого широкого круга читателей. Книга генерала армии Махмута Ахметовича Гареева «Полководцы Победы и их военное наследие. Москва, 2004 год» содержит очерки о военном искусстве полководцев, завершивших Великую Отечественную войну и в целом Вторую мировую войну. Автор ставил своей целью выявить характерные особенности полководческого почерка выдающихся военачальников, внесших наибольший вклад в достижение победы. Чем он отличался от других известных полководцев,
какими новыми приемами и способами боевых действий они обогатили военную науку и военное искусство. Книга предназначена для специалистов и широкого круга читателей, интересующихся военными проблемами. Великая Отечественная в письмах, Москва, 1983 год, вошли письма о Великой Отечественной войне, публиковавшиеся в газете «Правда» с 23 июня 1941 года по 1980 год включительно. Расположены письма по тематическим рубрикам. Заголовки большинства писем и краткие комментарии к ним даны составителем книги Гришиным. Каждый день уходят от нас ветераны, и очень скоро мы даже не успеем оглянуться, нам не у кого будет спросить: «А как это было? Расскажи». Сборник интервью и воспоминаний участников Великой Отечественной войны «Говорят герои Великой Победы. Диалог поколений», Москва, 2010 год, посвящается нашим отцам и матерям, дедушкам и бабушкам, отстоявшим нашу свободу и благополучие ценой своей жизни и здоровья. И будем же мы, дети, достойны их подвига, и будем помнить о них вечно и помогать им, пока они с нами. Второй раздел выставки называется «Башкортостан в военные годы». Башкортостан в годы войны внес достойный вклад в победу. Воинские соединения и части, сформированные и дислоцировавшиеся на территории республики, покрыли себя неувидаемой славой на полях сражений. На различных фронтах войны сражались 800 тысяч жителей республики, из них каждый третий пал смертью храбрых. Трудящиеся Башкортостану оказывали всестороннюю помощь Красной армии, ее воинам, были активными участниками патриотического движения помощи фронту. Раздел открывается справочником «Башкортостан в период Великой Отечественной войны 1941-1945 годов», Уфа, 2015 год, где содержится информация о важнейших событиях и фактах периода Великой Отечественной войны. Цель справочника – помочь читателям еще раз глубже понять и осмыслить героизм народа, проявленный в грозные годы войны. Справочные статьи в издании систематизируются по хронологическому принципу с разбивкой по годам, месяцам и дням. Биографический справочник «Подвиги их бессмертны», Уфа, 2015 год, является вторым исправленным и дополненным изданием с биографиями героев Советского Союза и Российской Федерации, полных кавалеров Ордена Славы, включением в порядке приложения биографий 36 маршалов, генералов и адмиралов, уроженцев и жителей республики, участвовавших в Великой Отечественной войне. Биографии в справочнике расположены в алфавитном порядке. Книга предназначена для преподавателей учебных заведений, студентов, школьников и всех интересующихся героическими страницами истории нашей Родины. В сборнике «Слава башкирских конников», Уфа, 2005 год, составленном в основном по материалам фондов Республиканского музея боевой славы, рассказывается о ратных подвигах воинов-кавалеристов. Наряду с известными очерками даны документы по истории 112-й башкирской кавалерийской дивизии. В некоторых из них прослеживается новый подход к освещению подвига командира дивизии гвардии генерал-майора Минигали Шеймуратова. Во второй части сборника составлены активистами поискового клуба «Подвиг» даны списки по потерям личного состава 112-й башкирской кавалерийской дивизии, уточненные на основе документов Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации. Книга о писателях-фронтовиках «Война прошла, осталась боль» увидела свет в Уфе в 2000 году. Около 100 писателей и поэтов с нашей республики воевали на фронтах Великой Отечественной. Им есть что сказать людям, ибо судьбы их созвучны с судьбой всей страны. Трогательная любовь к родной земле, родному очагу, умение художественными средствами фокусировать болевые точки фронтового и послевоенного времени, умение поэтизировать мужество, героизм,
фронтовое братство – вот что объединяло произведения писателей-фронтовиков. Эта книга издана на 3 языках – башкирском, татарском и русском. 3 раздел выставки «И в памяти, и в книге навсегда». Время не снижает интереса к теме войны, обращая внимание сегодняшнего поколения к далеким фронтовым годам, к истокам подвига и мужества советского солдата, героя, освободителя, гуманиста. Да, слово писателя на войне и о войне трудно переоценить. Меткое, разящее, возвышающее слово, стихотворение, песня, частушка, яркий героический образ бойца или командира – они вдохновляли воинов на подвиги, вели к победе. Эти слова и сегодня полны патриотического звучания. Они поэтизируют служение Родине, утверждают красоту и величие наших моральных ценностей. Вот почему мы вновь и вновь возвращаемся к произведениям, составившим золотой фонд литературы о Великой Отечественной войне. Раздел открывается антологией военного рассказа «Русский характер. Москва, 2018 год», куда вошли лучшие рассказы о войне Юрия Бондарева, Андрея Платонова, Алексея Толстого, Михаила Шолохова, Виктора Некрасова, Валентина Катаева и других известных отечественных писателей. Герои этих произведений уже несколько поколений служат примером стойкости и мужества. Многие из рассказов сборника стали основой для всеми любимых кинокартин. Среди многочисленных художественных произведений о войне роман Ивана Акулова «Крещение». Он выделяется той неподкупной объективной правдой, в которой, как в монолите, соединено трагическое и героическое. Такое мог создать только одаренный художник слова, лично прошедший через шквал огня и металла, через окропленные кровью морозные снега, не однажды видевший смерть в лицо. Роман представлен на нашей выставке в крупношрифтовом формате в 3 книгах. В повести «А зори здесь тихие» Борис Васильев правдиво и трогательно изобразил судьбы 5 молодых девушек, для которых первый бой стал последним. Это удивительно проникновенное трагичное повествование о роли женщин на войне. Автор затрагивает проблемы исторической памяти, мужества и смелости, героизма и трусости, нечеловеческой жестокости. Книга представлена в аудиоформате на 1 диске. В крупношрифтовом формате представлены книги известного писателя-фронтовика Юрия Бондарева. Повесть «Батальоны просят огня» рассказывает о героизме и мужестве бойцов и командиров, первыми переправившихся на правый берег Днепра в сентябре 1943 года и ведущих там с фашистами трудный неравный бой. Нельзя не гордиться силой духа советского солдата, сознательно идущего на гибель во имя своего народа, во имя грядущей победы. Роман «Горячий снег» основан на реальных исторических событиях декабря 1942 года и повествует о попытке немецкой группой армий Дон фельдмаршала Манштейна прорвать блокаду, окруженной под Сталинградом 300-тысячной армии Паулюса. От сражения, описанного в произведении, зависел исход всей Сталинградской битвы. В книгах белорусского писателя-фронтовика Василия Быкова нет батальных сцен и масштабных исторических сражений. Автор изображает войну такой, какой она была на самом деле, передает ощущения рядовых бойцов, исследует мотивы их поступков, раскрывает глубины переживаний. Повесть «Сотников» рассказывает о цене подвига и позорном финале морального компромисса, об истоках мужества и причины предательства. Книга представлена на 1 компакт-диске и в крупношрифтовом формате. На нашей выставке представлены и другие произведения Василия Быкова. В 2 брайлевских книгах и крупношрифтовом формате повесть «Волчья стая» о преследуемой немцами небольшой группе партизан, которые переправляются в соседний партизанский лагерь, и повесть «Дожить до рассвета»
Военная драма о людях, способных во имя долга бороться до самой смерти. Документальная повесть Вероники Кононенко «Я говорю с тобой из Ленинграда» предлагает подлинную историю блокады Ленинграда, которая продолжалась 871 день. Страшная хроника вышла из-под пера тех, кто не переставал вести дневники и слать письма, несмотря на холод, голод, обстрелы и бродившую по улицам города смерть. Книга представлена брайлевским шрифтом. В крупношрифтовом формате представлена дилогия Олеся Адамовича «Партизаны», которая состоит из двух частей «Война под крышами» и «Сыновья уходят в бой». В нем рассказывается о героической и трагической судьбе подпольщицы, партизанки, идущей навстречу смертельной опасности вместе со своими детьми. Повесть Мустая Карима «Помилование» рассказывает о трагических страницах войны, которую он прошел от начала и до конца, и о светлых страницах любви. Здесь писатель, обращаясь к давно прошедшему событию, к факту безвинного расстрела молодого солдата, обнажает недостатки культовских привычек, приведших во время войны к огромным бедам, к необоснованным человеческим потерям. Память главного героя, лейтенанта Байназарова, является здесь судом над искореженной судьбой, свидетельством того, насколько трагическими были взаимоотношения между отдельным человеком и историей общества. Книга «Помилование» представлена плоскопечатным шрифтом и на компакт-диске. Повести Анвера Бекчентаева «Сколько лет тебе, комиссар» и «Прощайте, серебристые дожди» рассказывают о судьбе простого уфимского мальчика Азата Байгужина и других подростков, проявивших смелость и отвагу во время войны. Книга представлена в плоскопечатном, брайлевском форматах и на одном компакт-диске на русском и башкирском языках. Большинство произведений писателя-фронтовика Анатолия Гинатуллина «Талха Гинейтуллин» автобиографичны. В повестях и рассказах отражена суровая правда о войне. Он изображает ее без прикрас, объективно показывает будни войны как тяжелую летопись человеческой жизни. На нашей выставке представлена книга «Красная поляна», куда вошли повесть «Вот кончится война» и роман «Красная поляна. Туннель». Во вторую книгу писателя «Загон» вошли повесть «Переправа», роман «Загон» и рассказы. На компакт-диске представлена повесть «У порога родного дома» на башкирском и русском языках, куда вошли повести «Атака», «Холод», рассказы «3%» и «Шамсуддин и Шамсура». На флеш-картах записаны книги Александра Бека «Волоколамское шоссе», Александра Чуковского «Победа», Светлана Алексеевич «Солдатское женское сердце», «У войны не женское лицо», Георгия Бакланова «Карпухин» и «Мертвые сраму не имут», Юрия Бондарева «Батальоны просят огня», Георгия Семенихина «Жили два друга» и другие. Нам дороги старые и новые фильмы о войне, исторически верные и художественно правдивые, прославляющие подвиг нашего народа, нашу Родину. На нашей выставке представлены фильмы с тифлокомментариями из фондов библиотеки на дисках. «В бой идут одни старики», год выпуска 1973, режиссер Леонид Быков. «Они сражались за Родину», год выпуска 1975, режиссер Сергей Бондарчук. «Баллада о солдате», год выпуска 1959, режиссер Григорий Чухрай. «Летят журавли» по мотивам пьесы Виктора Розова «Вечно живые», год выпуска 1957, режиссер Михаил Колотозов. «Блиндаж», год выпуска 2012, режиссер Александр Горновский. «Лейтенант», год выпуска 2016, режиссер Евгений Епштейн и другие. Читайте, люди, книги о войне. Не бойтесь слез и горечи и страха. Читайте, люди, книги о войне. И не стыдитесь горевать и плакать.
Ведь те, кого не стало за войну, кого сожгли, убили, растоптали, они за нас, за наши жизни пали. И то, что живы мы, а не они, случайности жестокая примета. Храните в душах вечные огни и дорожите их горчайшим светом. Спасибо за внимание.